Шум брата да кельгама ялгат. Здравствуйте, дорогие друзья! Двери школы мордовских языков открыты для всех ребят, стремящихся познавать новые и изучать языки. Я Лиза и мой любознательный помощник Куйгарыш приветствуем вас на уроке макшанского языка. Шум брат Лиза, шум брата да ялгат. Ребята, наше увлекательное путешествие в мир макшанских слов продолжается. И сегодня на уроке вы раскроете еще одну из тайн макшанского языка. Куйгарыш, а ты подготовил ребятам подсказку, чтобы они отгадали тему нашего урока? Конечно, сегодня я просмотрел много детских стихов и хочу прочитать вам одно из них. Сёкси-сёкся, ламыс эсэтучсень, сать и инжик ширизан сувать, а в кяши и ве эспрязень мутсень. Коды вась всем стяфтама кудать. Ребята, конечно, вы догадались, что в стихотворении говорится о встрече прекрасного и золотого времени года – осени. А обратили ли вы внимание на то, что в стихотворении встречаются слова для выражения противоположных значений? Какие-то слова, найдем их? Правильно, ребята, это слова «ши» и «ве». И сегодня на уроке нам предстоит познакомиться с понятием антонимы и научиться подбирать подходящие макшанские слова, противоположные по значению. Итак, тема нашего занятия – смузень коряс карынь-каршик ащи валхт. Слова с противоположным значением. Ребята, макшанский язык необыкновенно богат и разнообразен. В нашем языке есть слова, которые помогают рассказать о противоположных явлениях, описать непохожие друг на друга картины окружающего мира. Называются такие слова антонимами. Друзья, и слова стихотворения «ши» – день и «ве» – ночь являются словами-антонимами. Антонимы – это слова, противоположные по значению. С ними вы не раз встречались на уроках русского языка и, конечно, в повседневной жизни. Сегодня на уроке мы вас познакомим со словами-антонимами на макшанском языке. Ребята, среди антонимов можно выделить слова, которые обозначают предметы, признаки и действия. Посмотрите на слайд. На нем представлены как раз такие макшанские антонимы. Прочитаем их вместе. Ши – день, ве – ночь. Ламбама – сладкий, шапама – кислый. Отю – большой, йомла – маленький. Тумс – уйти, самс – прийти. Прамс – упасть, стямс – встать. Друзья, пары слов, которые мы называли, по значению прямо противоположные. И эти слова составляют антонимические пары. Антонимы можно встретить в любом литературном произведении, в детских сказочных стихах, в загадках, но больше всего их в пословицах. Друзья, послушайте макшанские пословицы и попробуйте найти в них антонимы. Ичка-зипуцак, малосты-сявсак. Далеко положишь, близко возьмешь. Ребята, в данной пословице две антонимические пары. Первая пара «ичка-зи далеко», «малосто близко». Вторая пара «пуцак положишь, сявсак возьмешь». Теперь послушайте следующую мою пословицу. Лямба кизать удесак, кельми тялать сюдесак. Лето теплое проспишь, зиму холодную проклянешь. Ребята, вы, наверное, догадались, что в пословице снова две пары антонимов. Первая киза лето, тяло зима, и вторая лямби теплая, кельми холодная. Друзья, я думаю, вы все поняли. В языке есть слова, значения которых полностью противоположны. Ну а теперь пришло время закрепить изученный материал. И я предлагаю вам сыграть в игру «Мук Паренс» – «Найди пару». Я буду называть слова, а вы попробуйте подобрать антоним к нему. Куйгарыш, а хорошо ли ты знаешь значение макшанских слов? Я предлагаю тебе присоединиться к команде ребят. Хорошо, Лиза, загадывай первое слово. Отю – большой. Мы с ребятами можем вспомнить слово с противоположным значением. Йомла – маленький. Хорошо, теперь следующее слово. Ламбама – сладкий. Это слово вкусное, но мне вспомнилось слово совсем невкусное. Это слово шапама – кислый. Молодец, Куйгарыш. Загадай вам еще одно слово. Ши – день. Лиза, это очень легко. Ве – ночь. Молодцы, ребята. Куйгарыш, и тебя хочется похвалить. Ты молодец.
Ты сегодня показал хорошее знание макшанского языка. Ты согласен со мной, что без антонимов точно так же, как и без синонимов, обойтись нельзя? Они разнообразят нашу речь, позволяют выразить мысль точнее, образнее. Совершенно верно. В макшанском языке очень много слов-антонимов. Благодаря им речь становится выразительной, красивой и точной. Ребята, как вы думаете, у всех ли слов в макшанском языке есть антонимы? Койгарыш, далеко не все слова могут иметь антонимы. Например, слова, которые обозначают конкретные предметы, такие как вальми, окно, шра, стол и другие. А что же делать, если человек затрудняется найти какое-либо слово-антоним? Койгарыш, заглянув в словарь антонимов, можно подобрать антоним к слову. По-макшански антоним невалкс. Задача этого словаря – помогать подбирать пары антонимов, дать толкование антонимов, рассказывать об их особенностях. Друзья, чтобы речь была выразительнее, точнее, богаче и ярче, чтобы образнее представить ту или иную картину, надо использовать антонимы. Ребята, как быстро прилетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем увлекательном путешествии по стране макшанских слов мы выяснили, что такое антонимы, и еще, что они помогают нам расширять словарный запас и развивать понимание и значение разных слов. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам было интересно и познавательно. Ребята, как быстро прилетело время! К сожалению, наш урок уже подошел к концу. Сегодня в нашем увлекательном путешествии по стране макшанских слов мы выяснили, что такое антонимы и еще, что они помогают нам расширять словарный запас и развивать понимание и значение разных слов. Надеемся, что наш урок вам понравился и вам было интересно и познавательно. Мы будем рады, если вы продолжите путешествие в мир макшанских слов вместе со школой мордовских языков. До скорых встреч, друзья! Вася Димазын Кельгама Ялгат, Улида Шумбрат.